Карантинная практика, проводимая Китаем в рамках политики нулевого уровня ковид, ужесточилась. Суровые противоэпидемические меры осложняет холодная погода. Несколько видеозаписей, сделанных в разных местах восточно-туркестанского региона и опубликованных общественностью в китайских социальных сетях 15 декабря, показывают, что власти Китая помещают людей, независимо от возраста и пола, в огромные массовые изоляторы с очень плохими условиями содержания, без каких-либо мер по охране здоровья в условиях холодной погоды. В Академии наук Казахстана в Алматы отметили 90-летие со дня рождения уйгурского ученого и литератора Саута Малавутова. Состоялся круглый стол, посвященный юбилею. На встрече выступили лингвисты, литераторы, историки и другие представители научного сообщества, известные не только в Казахстане, но и за рубежом, которые высказали свое мнение о творчестве ученого и его человеческих достоинствах. Большая технологическая война между Соединенными Штатами Америки и Китаем усиливается. США ужесточают взаимоотношения с Китаем во многих технологических областях, от умных мобильных устройств до военной техники. Пекин сталкивается с различными препятствиями в этой области, поскольку США объявили о политике сдерживания экспорта чипов в Китай. К подобным мерам планируют присоединиться Япония и Нидерланды. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что два поставщика микросхем, близких к США, рассматривают ужесточение экспорта чипов в Китай. Согласно новым оценкам Американского института показателей и оценки здоровья, в следующем году может умереть более миллиона человек, поскольку Китай резко снимает строгие ограничения для борьбы с коронавирусом. По данным информационного агентства Reuters, число заболевших в Китае достигнет пика в апреле, а число погибших достигнет 322 тысяч человек. Директор Института показателей Кристофер Мюррей сказал, что к весне следующего года около трети населения Китая будет инфицировано. Также сообщается, что в крупнейшем городе Китая Шанхае из-за роста случаев заражения коронавирусом в школах было введено дистанционное обучение. Директор ЦРУ Уильям Бернс дал оценки PBS по повестке дня. Уильям Бернс заявил, что популярность TikTok, разработанного китайской компанией, вызвала озабоченность в Вашингтоне, что он может представлять реальную угрозу национальной безопасности США. Обратив внимание на китайско-тайваньскую напряженность, Бернс предположил, что Китай может вмешаться в дела Тайваня в ближайшие 10 лет. В Государственном департаменте США создан новый координационный офис Китая под названием «Китайский дом». 16 декабря стало известно, что церемонию открытия офиса лично возглавил госсекретарь США Энтони Блинкен. В заявлении представителя министерства говорится: «Координационный офис обеспечит, чтобы правительство США ответственно управляло нашим соперничеством с Китайской Народной Республикой и разработало наше видение открытой и всеобъемлющей международной системы».